Дорогие друзья, добрый вечер. Ситуация на Северном Кавказе продолжает развиваться и нагреваться. Члены ингушской делегации объявили властям села Ир пригородного района Северной Осетии о намерении вернуться в свои дома, которые расположены в этом селе. Итак, кому вообще эта делегация пришла и на кого нацелена вот эта вот акция ингушских активистов о вселении в село в брошенные дома в селе Ир пригородного района Северной Осетии. Значит, я напоминаю, да, что пригородный район Северной Осетии традиционно принадлежал Ингушетии. И после депортации 1944 года, когда были депортированы полностью во время Великой Отечественной войны все чеченцы, все ингуши были полностью высланы в Сибирь и в Казахстан, эти земли запустили и их передали под юрисдикцию Северной Осетии. Вот такая была ситуация, и сегодня они находятся на территории Северной Осетии, но после войны чеченцы и ингуши стали постепенно возвращаться. Процесс этот усилился в 80-м, бурно пошел в начале 90-х. Вот, и в 1992 году в Северной Осетии проживало уже около 30 тысяч ингушей. Компактно проживали преимущественно во Владикавказе и в пригородном районе Северной Осетии. 15 там около 15 сел было таких больших, где, значит, традиционно проживали вот, и вернулись на свои земли ингуши. Вот такая предыстория. Но дело в том, что осетины к тому времени эти земли уже стали считать своими. Вот, и это обычная людская психология. Да? И ингуши, которые стали туда возвращаться, были для них пришлыми, чужими людьми, которые как бы уже претендовали на их земли. Вот и стали возникать конфликты. В 1992 году разразился сначала конфликт, а потом разразилась и молниеносная война, которая шла в течение нескольких дней и которая унесла 600 жизней, и 1000 человек были ранены, около 1000 человек были ранены. Причем большинство погибших это были именно ингуши, это были не осетины, это были именно ингуши. И большинство раненых тоже были ингуши. Было сожжено и разрушено 13 ингушских сел в пригородном районе. Северная Осетия прошлась тяжелой техникой, танками, БТРами. Вот, и ингуши были вынуждены бежать, чтобы себя спасти. Старики, женщины, дети были вынуждены бежать. Они бежали, они несколько дней выходили из зоны боевых действий, шли по тропинкам, это был октябрь, было уже холодно. Несколько десятков ингушей замерзли по дороге в Ингушетию, они уходили в Ингушетию. Были случаи выкидышей у беременных женщин. Я к чему это рассказываю? Потому что для ингушского народа 1992 год, это вот молниеносная война, это большая последняя трагедия всего ингушского народа. И поэтому эта тема для ингушей больная. Пригородный район – это тема для ингушей больная. С одной стороны, их выселили оттуда в 1944-м. И с другой стороны, их еще туда выбили военными действиями, жертвами и с потерями в 1992 году. Вот представьте, какая вот трагическая судьба у этого пригородного района. Я просто маленькую предысторию. Вот, и кому направлена вот эта вот делегация, которая состояла из 30 ингушей, которые приехали в село Ир и стали наводить, в общем-то, мосты, знаете, такие вот коммуникативные мосты по поводу возвращения своих домов. У них там были паспорта, видимо, там кто-то из них был прописан. То есть у них есть все юридические основания вернуться на свои земли, вернуться в свое село, в свои жилища. Им, как я понял, ответили отказом, по-другому быть и не могло. И, видимо, я так предполагаю, что ингушская делегация тоже это предполагала, что им, значит, администрация осетинская администрация села Ир откажет. Но я думаю, вот на кого была направлена эта акция. В первую очередь она была направлена не на
администрацию села Ир, не на администрацию пригородного района, который в Северной Осетии находится, и даже не на руководство Северной Осетии. Но в первую очередь эта акция была направлена на федеральный центр, на Москву, на администрацию президента и лично на Владимира Владимировича Путина. Напоминаю, что несколько дней тому назад делегация ингушских старейшин записала ультиматум Владимиру Путину о том, что должен вернуться пригородный район в состав Ингушетии, пересмотренные границы с Чечней, так называемые сентябрьские соглашения, согласно которым 10-я часть Чечни, 10-я часть Ингушетии перешла Чечни. Было написано большое послание президенту, подписали его 51 тысяча ингушей. Вот эту вот огромную коробку с посланием и с подписями ингушская делегация привезла в Москву, в приемную президента, где граждане принимаются, обращения зарегистрировали. Уже прошло прилично времени, около недели, до сих пор нет никакого ответа. На такой важнейший вопрос нет никакого ответа. Я так предполагаю, что эта делегация была вот именно направлена на реакцию Москвы, чтобы показать, что если вопросы Ингушетии не будут решаться, то ситуация будет все больше и больше накаляться. А это никому не нужно, ни осетинам, ни ингушам, ни чеченцам, ни русским, ни казакам, ни федеральному центру. Хотя, кто его знает, может быть, федеральному центру это зачем-то и нужно, я не знаю. Итак, значит, здесь сейчас вот два вопроса я хочу развести, два важнейших вопроса. Первое – это граница, то есть возвращение старой границы с Северной Осетии и Ингушетии, и юридическую передачу пригородного района в состав Ингушетии. Это одна проблема, она очень сложная. Скорее всего, Северная Осетия она будет упрямиться. Тем более, если вы посмотрите границу районов в Северной Осетии, то, по-моему, там вот пригородный район, вот так, вы знаете, вот обрамляет Владикавказ. И Владикавказ, вот он превращается в некий анклав. Поэтому, ну, естественно, что Северная Осетия на такие изменения не пойдет. Это первый вопрос. И второй вопрос – это возвращение беженцев 1992 года на свои земли, на свои территории. Это два разных вопроса. Вот если первый вопрос, он сложный, и его решить очень сложно, и, скорее всего, федеральный центр на переделку границ не пойдет, то второй вопрос, это вопрос частный, личный, юридический. На самом деле никто не может воспрепятствовать ингушам вернуться в свои дома, в которых они проживали в Северной Осетии. И это можно легко доказать и по суду, по праву, и по закону. Вот, и это вопрос частный и чисто юридический. Я думаю, что этим вопросом ингуши должны заниматься точечно. То есть параллельно вести работу в двух направлениях. Первое направление – это возвращение старой границы Северной Осетии, согласно которой пригородный район возвращается в Ингушетию. И с другой стороны вести, то есть параллельно, да, и с другой стороны вести политику переселения, возвращения беженцев в традиционные места проживания ингушей в пригородном районе. То есть в свои дома, в свои усадьбы, на свои территории, на свои земли. Значит, все мы ждем какой-то реакции из Москвы. Прошла всего неделя. Вот, и вопрос архиважный. То есть, понимаете, в чем дело? Вот почему Москва должна быстро реагировать? Потому что 92 год может вспыхнуть с новой силой в любой момент. Была война, была только что, была не так давно. Да, она унесла не так много жизней, как две там чеченские войны, меньше. Вот, но погибали старики, погибали дети. Вот. Первой, кстати, погибла в 1992 году в октябре 13-летняя ингушская девочка, которая была задавлена танком, прибывшим, по-моему, из Владикавказа. Потом был убит ингушский милиционер, и потом уже пошло-поехало, то есть пошла, так сказать,
взаимные выпады, и началась эта вот краткосрочная война, вследствие которой Северная Осетия, как более вооруженная, в которой находилось много советской техники, она быстро, за несколько дней, выбила ингушей с мест их традиционного проживания. Еще раз, кто виноват, кто начал, я не знаю, в это не лезу. Это очень сложно, у каждой стороны своя правда. Вот. И я лишь пытаюсь как бы восстановить общую канву происходящих событий. Поэтому мое резюме такое, что федеральный центр вот в такой взрывоопасной ситуации должен реагировать на просьбы, приходящие из Северного Кавказа, мгновенно. Не то, что там ждать целую неделю, 2 недели, месяц там и так далее, а мгновенно, потому что ситуация может взорваться в любой момент. Спасибо за внимание.